Масло. Для Магомеда Костоева сегодня особенный день. Парень не только принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но и впервые в жизни делает свой осознанный выбор ради будущего страны. Обучаясь в Венгурском государственном университете, Магомед активно занимается волонтерской деятельностью и решил поддержать изменения в основной закон для развития этого и других направлений. Возможно, мой голос как-то решит исход какого-либо поправления Конституции, и поэтому я решил сегодня прийти сюда и проголосовать. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан прийти на эти выборы и проголосовать. Избирательный участок под номером 302 развернули на базе лицея «Детский сад» города Магас. По мнению наблюдателей, все проходит на должном уровне, без каких-либо нарушений. Организаторы попытались разнообразить процесс голосования и скрасить его легким досугом для голосующих. С 8 утра двери образовательного учреждения были распахнуты для столичных избирателей. К слову, при входе уложили дезинфицирующий коврик, а внутри для голосующих приготовили термометр, маски, перчатки и антисептик. Нужно отметить, что все удобства предусмотрели не только для голосующих на избирательном участке. Маршрут избирателя, он предусмотрен таким образом, чтобы входящие не пересекались с выходящими людьми. Таким образом мы минимизировали контакт между избирателями. Следующий момент в данной работе избирательного участка – это то, что очень много выездных голосований. Это также минимизировало контакт между избирателями. Всего для голосования в городе было открыто 4 избирательных участка. Это 3 школы и Магасский центр культурного развития. В УИКе номер 304 также с раннего утра проходит голосование по поправкам в Конституцию. Спасибо большое. Проходите. Один вход, один выход. Одновременно могут зайти только 2 человека. Согласно регламенту голосования, избиратели должны соблюдать строгую дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. За соблюдением правил здесь внимательно следят наблюдатели, в том числе от Общественной палаты республики. Мы с вами можем наблюдать, что все меры предосторожности в связи с ситуацией в стране, с пандемией соблюдаются. То есть это индивидуальные средства защиты предоставляются каждому голосующему. В том числе наблюдатели, члены комиссии применяют все меры предосторожности. Ну и, соответственно, те, кто приходит на участок, для этого имеется отдельный выход, то есть после голосования. Ну и все сопутствующие условия соблюдаются. Помимо требований к безопасности, процесс голосования мало чем отличается от ранее проводимых выборов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт и предъявить документ при оформлении бланка. Мы сверяем данные для того, чтобы удостовериться, что мы принимаем на избирательном участке гражданина Российской Федерации. Он расписывается в получении бюллетеня, забирает его, проходит в кабинку для голосования, там ставит и проявляет свою гражданскую позицию, после чего сворачивает бюллетень и опускает его в урну. После этого покидает место голосования. Делать какие-то выводы еще рано. До 1 июля у всех желающих еще есть время прийти и отдать свой голос за или против изменений в основной закон Российской Федерации. Михаил Тангиев, Магомед Дидиков, Новости 24.